А тебя, отрок? А меня Амар ибн Ибрагим Аль-Хайям Нишапурский. Слышу похвальные достоинства в твоем ответе, отрок Амар. Благодарю вас, шейх Мухаммад. И еще мне нравится, что ты назвал себя Нишапурским. Это большая честь для нашего города. Правда, Нишапур уже видел кое-каких мужей науки, но такой светоч разума объявился у нас, видимо, впервые. Да еще с кисточкой. А теперь мы приступим к учению шейха Аль-Хорезми. Этот достойнейший муж науки совершил великое деяние. Открыл и обосновал два новых метода математики. Первый метод называется алгебр, восполнение. Он состоит в том, что вычитаемые члены уравнения переносятся в другую часть. Где они становятся прибавляемыми. Ты это уже знаешь? Да, знаю. А второй метод? Второй называется Аль-Мукабала. Это сокращение равных слагаемых в обеих частях. Кто же тебе это разъяснил? Никто. Я сам. Прочел в книге. И все понял? Да. Вот, я все примеры решил. Чтобы постичь методы Аль-Хорезми, я истратил месяц. Месяц моей молодости. Отныне ты можешь спрашивать у меня все, что захочешь. Спасибо, учитель. Я давно хочу спросить о душе. О душе? Да. Она ведь невидима? Абсолютно. Незримо, неосязаемо, бесплотно. Откуда же тогда мы знаем о ней? У нас есть разум. Он может видеть и невидимое. Значит, разум — это наше второе зрение? Скорее, сила. Как в душе заключена сила веры, так в разуме сила познания. А какая сила сильнее? А это попробуй определить сам. Наверное, сила души. Ведь ее нам дает Господь. Но не будь разума, мы не смогли бы понять смысла этого дара. А наш мулла говорит, что верить надо сердцем, а не умом. Но что бы мы знали о вере? Да и о самом Боге, если бы не было ума. А что бы мы делали со своим знанием, если бы не чувствовали душой? Это трудные вопросы, сынок. И ответы на них находятся не сразу. Глубочайший из мыслителей, несравненный Аль-Фараби, вводит понятие «мировая душа» и «божественный разум». В своем... Эй, хозяин!